Доброе утро, любимая республика! С вами Руслан Ачиров и Вероника Тамтосова. Начинаем новый рабочий день, как всегда, с хороших новостей, отличного настроения и прекрасных гостей. У нас сегодня море всего интересного, в общем, как и всегда. Да, и сегодня мы, так же, как и всегда, напоминаем вам, что у нас есть телеграм-канал «Утро Якутии». QR-код вы видите прямо сейчас на своих экранах. Ну и, конечно же, призываем вас подписаться, потому что там все самое-самое интересное. И даже вот, например, вчера мы подарили 2 билета в театр. В общем, вы можете стать обладателем замечательных подарков, также узнать море полезной информации. Мы всегда делаем обзоры на нашу программу, также на полезные советы, на прекрасные рецепты, на наших гостей, ну и делимся вообще новостями со всей республики. Поэтому хотите заряжаться позитивом круглые сутки, обязательно подписывайтесь. Ну а прямо сейчас самая полезная информация с утра, это, конечно, прогноз погоды. Итак, в центральных районах сегодня минус 42, минус 35, в Заречной группе 45-34 ниже 0, в южных 34-26 со знаком минус, в Вилюйской группе 37-39 градусов холода, в Нижнеленских минус 42, минус 37, в западных 38-26 ниже 0, в Колымо-Индигирской группе Улусов минус 51, минус 26 градусов, в Янских 38-20 градусов холода. На северо-западе минус 31, минус 24 градуса. В Якутске в 6 часов утра температура составила минус 38 градусов. Атмосферное давление 771 миллиметров ртутного столба. Сегодня днем небольшой снег в Якутске. Температура составит 31-33 градуса ниже 0. Ну, по-моему, неплохая такая погода. Да, ну и, кстати, сегодня у нас уже 30 января, не забываем про это. Ну, а в целом, прежде чем мы перейдем к новостям, есть такая интересная новость. Вот буквально недавно астрономы обнаружили одну из таких потенциально обитаемых планет. То есть она близко прямо к Земле. Ну, то есть действительно теории близко. Когда-нибудь наши будущие поколения смогут там жить. Ну, в том числе, возможно. То есть она и находится недалеко, 19,5 световых лет, и в целом там, возможно, даже есть вода. В общем, будут детально изучать, ну а пока перейдем к новостям. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Россия должна войти в число глобальных технологических лидеров в сфере беспилотных авиационных систем к 2030 году. Об этом заявил президент России. По мнению Владимира Путина, необходимо как можно скорее открыть небо для гражданских беспилотников. Правительство к 30 апреля подготовит конкретные решения на этот счет. В Якутии тем временем завершается разработка региональной программы развития беспилотных авиационных систем на период до 30 года с определением основных направлений до 2028. Программа нацелена на внедрение в реальный сектор экономики. Ключевым звеном в развитии отрасли в Якутии должен стать научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Полярный». Правительство подготовило законопроект о дополнительной индексации пенсий военным пенсионерам на уровень фактической инфляции и в ближайшее время внесет его на рассмотрение депутатов. Также правительство продолжит работу по совершенствованию законодательства в этом направлении и увеличению размера денежного довольствия военных пенсий. На уровне первого заместителя председателя правительства Дмитрия Садовникова управлением архитектуры и градостроительства подвели итоги прошедшего года и обсудили вопросы о дальнейшем благоустройстве. Так, в 2024-м было введено 45 общественных пространств. Среди самых обширных проектов набережная имени Романа Дмитриева и реконструкция площади Ленина. В 2025 году в республике планируется обновить и ввести более 30 общественных пространств. Надо признать, что управление архитектуры у нас в целом по Дальневосточному федеральному округу считается одним из лучших по итогам прошлого года. Несмотря на нагрузку, управление с этой задачей справляется. И, конечно, мы будем только наращивать работу свою. Есть ряд работ, которых мы должны завершить в рамках поручения президента страны. Это по терпланированию. Это каждодневная работа, она не имеет финишной, как говорится, границы. Но здесь координация и мониторинг этой работы со стороны управления архитектуры, она необходима.
С 2023 года в России действует новый порядок аттестации по транспортной безопасности. В этом году экзамен сдадут 140 водителей и диспетчеров Алмаздортранса. Аттестацию обязаны раз в 5 лет проходить все сотрудники автотранспортных предприятий, перевозящие пассажиров или опасные грузы. Экзаменационный процесс снимают на камеры. Информацию в онлайн-режиме получает Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта. За 2 часа аттестуемый должен ответить на 53 тематических вопроса, решить 2 практические задачи. В январе экзамен сдадут 38 водителей и диспетчеров Алмаздортранса в Мирном и 11 в Ленске. Все вопросы по законодательству, по действиям сотрудника в определенных ситуациях, которые могут быть связаны с транспортной безопасностью. В Якутии запланировано около 150 культурных мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы. Ключевым событием станет эссе «Халанхо», который пройдет 4 и 5 июля в Нерюнгринском районе. На мероприятии представят эпосы в честь защитников Отечества, а также историю и традиции региона. Также в Якутске 13-14 июня состоится 25-й федеральный сабантуй, направленный на укрепление единства многонационального народа. В этом году эссе в селе Сунтар посвящен 125-летию Сергея Зверева Кыл-Уолай. Пройдет 20-21 июня. Среди запланированных мероприятий выставка известного скульптора Дашина Мдакова с 7 февраля по 14 сентября в Национальном художественном музее. В этом году много, конечно, событий нас ждет, очень праздничных, очень значимых в память о героях военных лет, да, и героях современности. Да. Ну а на календаре пока 30 января. На Руси этот день в том числе был днем Деда Мороза и Снегурочки и был символичным окончанием зимы. За ним уже была не за горами широкая и щедрая Масленица. Ну а какие еще даты и знаменательные события связаны с сегодняшним днем, мы узнаем из нашей постоянной рубрики «Даты и события». На календаре 30 января – День Деда Мороза и Снегурочки. По народному календарю Антон Перезимник, Антонина – половина. В этот день принято было печь толокняные яблоки, которые символизировали солнце. Для этого толокно смешивали с пшеничной мукой, добавляли сливочное масло, яйца и соль. Все это смешивалось с молоком и, замесив тесто, лепили из него небольшие булочки. Также на Антона Перезимника следовало отваживать порчу. Для этого поперек тропинки, ведущей во двор, проводили черту острым серпом. Считалось, что таким образом можно отсечь порчу. Это день в истории. В 1790 году в Англии впервые испробована на море спасательная шлюпка. В 1924 году день рождения киностудии «Мосфильм». В 1931 году состоялась премьера фильма Чарли Чаплина «Огни города». В 1933 году состоялось роковое назначение Гитлера на пост рейхсканцлера Германии. В 1948 году открылись 5-е зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице, Швейцария. В 1953 году учрежден Всемирный день помощи больным проказой. В этот день родились в 1661 году Шарль Роллин, французский историк и педагог. В 1736 году родился Джеймс Уатт, шотландский ученый, изобретатель паровой машины. В 1757 году Луиза Августа, принцесса Гессен-Дармштадтская. В 1972 году Глеб Котельников, советский изобретатель, создатель авиационного ранцевого парашюта. В 1882 году родился Франклин Рузвельт, 32-й президент США с 1933 по 1945 года, единственный, кто занимал этот пост более 2 сроков. В 1900 году Исаак Дунаевский, советский композитор, народный артист РСФСР. В 1923-м Леонид Гайдай, советский кинорежиссер, сценарист, признанный мастер комедий, народный артист СССР. В 1927 году Улов Пальме, шведский политик, дважды премьер-министр Швеции. В 1937 году родился Борис Спасский, советский шахматист, 10-й чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер. В 1957 году Василий Голубев, российский политик, губернатор Ростовской области с 2010 года. Именины сегодня отмечают Антон, Антонина, Виктор, Георгий, Иван, Павел, Савелий.
Вот такой у нас замечательный сегодня день. А для тех, кто давно задумывался о службе в Национальной гвардии, сегодня есть уникальная возможность узнать о деталях трудоустройства из первых уст. В гостях телеканала «Якутия-24» специалист отдела кадров Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Саха-Якутия Анна Кузнецова. Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Какие задачи стоят перед вашим подразделением? Наше подразделение выполняет ряд задач, направленных на обеспечение общественной безопасности и правопорядка. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии осуществляют охрану объектов различной формы собственности. В частности, наши сотрудники обеспечивают безопасность государственных и частных объектов. Наши сотрудники участвуют в патрулировании улиц, общественных мест, реагируют на сигналы тревоги и вызовы, связанные с правонарушениями. Также наши сотрудники участвуют в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий, спортивных соревнований и других событий. Кроме того, сотрудники вневедомственной охраны оказывают содействие другим правоохранительным органам при раскрытии преступлений. Они могут участвовать в раскрытии преступлений, могут участвовать при поиске похищенного имущества, а также в других мероприятиях, связанных с обеспечением охраны и безопасности граждан и государства в целом. Ну, такая серьезная миссия на самом деле. А какие требования кандидатам? Кандидатам на службу в Росгвардию предъявляются достаточно высокие требования. К нам на службу может поступить гражданин в возрасте от 18 до 50 лет, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, имеющий образование не ниже среднего, хорошо иметь физическую подготовку и психологическую устойчивость, а также быть готовым к прохождению некоторых мероприятий проверочных в целях определения пригодности к службе. Ну а в целом, как проходит сам процесс отбора кандидатов? Процесс отбора кандидата начинается с момента подачи им заявления, предоставления всех необходимых документов в целях проверки. Далее кандидат направляется на психологическое тестирование, проходит военно-врачебную комиссию в целях определения его годности к службе в войсках Национальной гвардии, а также в районах Крайнего Севера. Далее кандидат сдает нормативы по физической подготовке и уже на основании всех проверочных мероприятий выносится решение о его годности к службе. Ну, такие достаточно серьезные требования получаются, всесторонние. Далее у нас кандидат заключает контракт о прохождении службы во вневедомственной охране Росгвардии. Контракт, конечно, тоже содержит обязательства. Это, то есть кандидат у нас при поступлении на службу, при заключении контракта. Ну, тоже ограничены в определенных Да, конечно, есть определенные ограничения, запреты. Ну, это понятно, что требования жесткие, наверное, часть вообще содержания контракта конфиденциальна, и с ними ознакомят при поступлении на службу. А какие есть преимущества у служащих Росгвардии? Вообще, какие преимущества любой человек ищет при поступлении на работу, в нашем случае на службу? Это безопасность, уверенность в завтрашнем дне, стабильность, социальная защищенность, достойная заработная плата. И этим всем требованиям отвечает служба в Росгвардии. Это стабильное денежное довольствие, предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска, предоставление ежегодного оплачиваемого проезда сотруднику и члену его семьи. Это бесплатное медицинское обслуживание, возможность обучения. Наши сотрудники состоят на специальном воинском учете и не призываются по мобилизации. Также граждане, имеющие высшее образование и поступившие на службу к нам в Росгвардию, имеют отсрочку от призыва на военную службу. Ну, то есть достаточно такие хорошие условия трудового обеспечения, когда человек может быть уверен, что его семье ничего не угрожает. А скажите, а можно ли говорить о карьерной лестнице для тех, кто решит связать свою жизнь со службой? Да, безусловно. Служба в Росгвардии предоставляет такие возможности. И в моем опыте есть немало примеров, где сотрудник
начиная службу с должностей младшего состава, это я имею в виду в званиях сержантов, младших сержантов, через какое-то время стали офицерами. Ну, то есть и даже карьерный рост такой гарантированный. Спасибо большое. А вот самое главное, теперь, ну, всех, кто прослушал, кто заинтересовался, какие вакансии сейчас есть? Во вневедомственной охране Росгвардии имеется ряд вакансий. Обычно интересует должность полицейского наших кандидатов. Управление вневедомственной охраны Росгвардии имеет филиалы в разных районах нашей большой республики. Это Алданский район, Булунский район, Ленский район, Мирнинский район. Там и город Мирный, город Удачный, поселок Чернышевский, поселок Айхал, Ленский район, Нюрбинский район, Мегино-Кангаласский район, близлежащий наш, Хангаласский район. Соответственно, и в городе Якутске есть вакансии. Вообще по всем вопросам, которые интересуют, можно будет обратиться у нас в городе Якутске по адресу улица Лермонтова, 23/1, или по телефонам 22 48 21, а также в любом филиале нашей большой республики. Ладно, спасибо вам большое за интересную информацию. Возможно, что кто-то из наших телезрителей уже скоро подаст свое резюме. Ну и, увидев вас, тоже заинтересуется, как можно узнать подробнее о том, что дает служба и какие преимущества у ваших работников. Благодарю за приглашение. Спасибо. Ну, хорошая физическая подготовка нужна не только тем, кто мечтает связать свою жизнь с органами правопорядка или военной службой, но и каждому, кто хочет чувствовать себя бодрым и уверенным целый день. Заряжаемся энергией и хорошим настроением от физической нагрузки на целый рабочий день, конечно, делая зарядку. Доброе утро! Сегодня у нас будет небольшой комплекс на растяжку связок ног. Она нам нужна для того, чтобы мы меньше испытывали тяжесть после долгого рабочего дня. Данный комплекс подойдет как и детям, так и взрослым. Исходное положение. Мы уходим с вами вниз. Помним, что мы обхватили колено и с круглой спиной ушли в нижнюю точку. Далее прижимаем правое бедро к животу и с этой точки уводим ее в левую сторону. Левой рукой дожимаем бедро правой ноги, а голова уходит у нас в правую сторону, плечо прижимаем к полу. Удерживаем такое положение от 15 до 20-30 секунд. Вы почувствуете приятное растяжение в области бедра и небольшое скручивание в области верхней части кора. 3, 2, 1. Далее переводим бедро в центр, и у нас будет с вами смена. Левое бедро переводим в правую сторону. Голова уходит в левую сторону, плечо левое прижимается к коврику, и рука правая прожимает бедро левое в нижнюю точку. Далее прижимаем бедра к животу. С этого положения вытягиваем ножки вверх. Стопа натянута, колено натянуто, и мы будем проводить поглаживающее движение от икроножной до ягодицы и в обратную сторону, разгоняя кровь. Три, 2, 1. Берем себя за голеностоп и сейчас пружинистыми движениями притягиваем бедро к животу. 3, 2, 1. Колено сохраняем прямым. Сейчас прижимаем бедро глубже и удерживаем это положение от 10 до 20 секунд. Вы, возможно, почувствуете натяжение и неприятное поддергивание. Когда вы почувствуете поддергивание, слегка натяните больше колена. Хорошо. Вернулись в исходное положение, и с этого положения коленочки сгибаем и с круглой спиной, обхватив либо правое, либо левое колено, уходим в верхнюю точку. Вытягиваем ножки прямо перед собой, стопа натянута, и животом идем к бедру, обхватив стопу.
Пружинистыми движениями уходим глубже в нижнюю точку. Сохраняем спину прямой. 3, 2, 1. И уходим в самую нижнюю точку для вас. Удерживаем это положение в течение 10-15 секунд. Закрываем глаза, дышим. Возвращаемся аккуратно в верхнюю точку с прямой спиной. Вытягиваемся и уходим в положение бабочка. Пятки ближе к паховым мышцам. Раскрываем бедро и пружиним. Спину сохраняем максимально прямой. 3, 2, 1. И сейчас переводим руки за спину, раскрываем грудной отдел и максимально раскрываем внутреннюю поверхность бедра и удерживаем в самом нижнем положении. Взгляд прямо перед собой, дышим. И с этого положения аккуратно собираем ножки. Выходим в верхнюю точку, группируемся, расслабляем мышцы спины. Остаемся в этом положении некоторое время. И растем позвонок за позвонком в верхнюю точку. Последний приходит голова. Три раза мы делаем движение назад плечами. Ножки шире. И делаем вдох-выдох. Вдох и выдох. И снова вдох и выдох. И у нас будет третий благодарственный вдох, выдох. Собрали ножки и похвалили себя за проделанную работу. Всем хорошего дня! Ну что, взбодрившись зарядкой, подкрепившись завтраком, наши зрители идут на работу. Ну и, конечно, ваш путь проходит по улицам того населенного пункта, где вы проживаете, а ведь у каждой улицы есть своя история. И мы сейчас направимся в село Итыкюль, где наши юные коллеги расскажут историю улицы Нажима Нестерова. Сегодня мы хотим вам рассказать об одной из наших улиц. Она названа в честь Нестерова Нажима Петровича. А вот и усадьба, в которой жил и вырос маленький Нажим. Он родился 15 апреля 1941 года в селе Дадырга Дагерского улуса. Его отец Петр Георгиевич Нестеров, заслуженный учитель Якутской ССР, почетный житель Палчинского района. Мать Нажима Мария Ивановна Васильева также долгое время работала учительницей начальных классов, позже школьным библиотекарем. Родители бережно воспитывали Нажима. С раннего детства он вырос очень честным, умным ребенком. С ранних лет научился уважать своих родителей. Нажим с большой любовью относился к своим сестрам Рае и Миле. С ранних лет мальчик был очень внимательным и послушным. С родительской любовью он впитал в себя доброту матери и мудрые советы отца. Большое влияние на Нажима оказали и его друзья. С ними он познал истинную дружбу. В 1963 году, 23 декабря, рядовой Нажим Нестеров погиб при тушении пожара в 301-м окружном военном госпитале в городе Хабаровске, проявив высокое мужество и отвагу, спасая людей и имущество. Посмертно был награжден медалью за отвагу на пожаре и занесен в книгу почета Якутской ССР. Вот таким был наш земляк, который не побоялся смерти, спасая людей. Для нас он навсегда останется героем. Репортаж подготовили юные корреспонденты медиашколы Тулук и Китайской СОЖ Варварикова Аина, Паннова Олеся, Егорова Люба, Захарова Аина. Целая команда работала. Да, вообще Интересно. профессионалы. Да.
Но вот, смотря на любимый город сквозь года, поражаешься, как меняется его облик через призму изменения архитектурных форм. Можно понять, чем живут люди, какие у них интересы и потребности. С этим не поспоришь, но за всеми преображениями стоит труд современных специалистов и, в первую очередь, архитекторов. И сегодня хочется познакомить вас с этой удивительной профессией. Профессия архитектора многогранна. Она одновременно и творческая, и техническая, поэтому каждый может выбрать ту сферу, которая ему ближе. Всем здравствуйте, меня зовут Алина, я являюсь архитектором в проектном бюро «Горпроект», и сегодня я собираюсь вам рассказать о профессии архитектуры и как я пришла в архитектуру. Я всегда любила рисовать, увлекалась искусством, модой, также делала планировки своей будущей квартиры, также любила математику еще со школьных годов, и в один момент мы в классе 7 решили с мамой, что направление архитектуры мне подходит, я бы хотела развиваться в этом. Я училась в Москве на архитектора, также проходила с 7 класса в Якутске архитектурную школу при Союзе архитекторов Якутии, а также посещала дополнительные занятия в школе. Мне нравится моя работа тем фактом, что мы реализуем те объекты, которые у нас нарисованы как эскизно на рисунках, они воплощаются в жизнь и являются частью этой команды, которая воплощает желания наших горожан. Очень интересно и классно. Сложности есть, как и во всех профессиях. Бывают сложности в документациях, понимать, что такое нормативы, что такое документация, правильно ее собирать, показывать свою мысль через графические чертежи и объяснять это все заказчику. А для моей профессии важно иметь множество интересов и также развиваться во множестве направлений. Также мы должны знать и психологию, и должны знать современные тренды, и также должны уметь коммуницировать с другими людьми, потому что это командная работа. Наша архитектура постоянно развивается, нам надо постоянно отслеживать все новые тенденции. Мы должны также общаться с коллективом, и возникают такие моменты, когда расхожие мнения приводят к чему-то удивительному. Архитектура — это искусство проектирования. И если вам нравится архитектура, это здания, дома, а также городские пространства, которые вы бы хотели развивать, я пожелаю вам удачи. Архитектура и мода говорят на языке линий и гармонии. Тут также четко прослеживаются тренды и направления. Если по некоторым современным дизайнерским решениям есть вопросы, то вот выбор классики и ретро можно назвать беспроигрышным вариантом. Ну, а Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Дарья Габышева, я персональный стилист, и это рубрика «Рекомендации от стилиста». Как стилист, конечно, я рекомендую продолжать носить меховые изделия, потому что они невероятно актуальны. Ну а как же найти оптимальное решение меховых изделий и при этом сэкономить? Сегодня об этом мы как раз с вами поговорим, потому что есть отличное решение. Это эко-шубы, которые имитируют наш с вами любимый мех, но при этом выглядят также красиво, дорого и стильно. Следующая шуба точно отдает отголосками нашего детства. Посмотрите, как она здорово выглядит. Невероятная эко-шуба, которая здорово впишется в гардероб тех, кто ценит винтаж и ретро. В такой шубе вы точно будете самой актуальной. Я не раз уже говорила о том, что тренд на винтаж и ретро сейчас является очень массовым. И вот именно этот тренд стоит зацепить вовремя, потому что, приобретая, например, такую шубу, вы точно сможете носить ее и сейчас, и потом, и даже через 15 лет она также будет винтажной. Такую шубу лучше всего сочетать с объемными головными уборами, пробовать носить в нестандартных сочетаниях. Именно в том случае она будет выглядеть стильно. Потому что если мы полностью заиграемся в винтаж, то, скорее всего, это будет выглядеть как в фильме «Служебный роман». А нам с вами это не надо. Мы хотим быть самыми модными. Ну, очень интересно, да, все-таки шубы. Но зимой мне не хватает чего-то такого зеленого, радостного, светлого. Почему-то зимой всегда не хватает лета, а летом зимы. Ну, я знаю, где есть, куда мы сейчас, на какую тему можем поговорить, это про ботанический сад. Вот, например,
Ботсад Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова приглашает на традиционный фестиваль знаний «Зимний сад-2025», который пройдет в Национальной библиотеке Республики Саха-Якутия с 3 по 21 февраля этого года. И прямо сейчас у нас в гостях директор ботанического сада Северо-Восточного федерального университета Наталья Иванова. Наталья Сергеевна, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, какой он ботанический сад? Потому что кто-то был, кто-то не был, кто-то давно к вам заглядывал. Да, наш ботанический сад очень небольшой, всего немного больше 2 гектаров, расположен на Покровском тракте. Это в пределах города, можно доехать на автобусе. Мы всегда рады, когда к нам приходят гости, когда у нас много посетителей, когда люди гуляют, смотрят, восхищаются, радуются, вместе с нами задают вопросы. И узнают для себя очень много нового. Во-первых, они знакомятся с флорой Якутии, с флорой своего родного края. Это очень важно, когда люди знают, где они живут и какие особенности у нас тут есть. Здорово, наверное, окунуться среди зимы, такой нашей холодной, суровой зимы, в ваш сад. Там вот что такого удивительного есть прямо сейчас? Если прямо сейчас, конечно, прогулки по зимнему саду, они несколько затруднены, потому что природа сейчас отдыхает. Все-таки, да, зелени у нас немножко зимой поменьше, обилие такое, так скажем. Но в весеннее время и до поздней осени мы всегда с радостью открываем свои двери для всех. Может рассказать поподробнее про ежегодное научно-просветительское мероприятие, да, для широких слоев населения под названием «Зимний сад»? Да, одна из частей нашей работы — это научно-просветительская работа, да, которую мы считаем очень важной, чтобы люди знали. И в этот раз, уже 4-й раз мы проводим этот фестиваль «Зимний сад», который призван себе через что-то прекрасное, через культуру, через искусство, через доступный для простых людей язык донести до людей какие-то знания, какие-то умения. В этот раз мы открываем свою работу в Национальной библиотеке. Это уже 2-й раз у нас на этой площадке мы работаем. И она будет представлена, выставка работ, это, во-первых, замечательного творческого человека, художница Айталины Ефимовой. Она готовит свои работы сейчас для нашей выставки. Потом будет у нас конкурс-выставка, это работ по нейросетевой живописи. Очень интересные работы приходят. Задача была конкурса такова, что нужно представить растения нереальные для нашей вообще земной жизни. И очень интересно, такая фантазия развивается в эту сторону. Потом у нас еще детский конкурс работ представлен тоже. Дети иногда такие вообще моменты могут придумать, такие вещи поразительные. Поэтому мы их тоже привлекли, и работы будут выставлены. Конечно, будут находиться победители. Также творческие мастер-классы, интересные беседы. Например, мы поговорим о растениях, съедобных растениях Якутии. Мы поговорим о растениях, так у нас ботанический трейлер, растения-хищники, растения-паразиты, которые у нас здесь есть в Якутии. Мы поговорим про следы, отпечатки, следы животных. Поэтому я приглашаю всех на наше мероприятие, и вы узнаете много нового. Я сейчас узнал новое что-то. У нас есть растения-хищники в Якутии? Есть, да. Приходите, мы вас ждем. Следите за нашей программой. Я думал, вы нам расскажете сейчас. Я думаю, что эта беседа такая... Нет, это не секрет, это беседа такая более подробная, нужна, да, емкая. Вот я знаю, что вы проводите также курсы любителям садоводства и огородничества. Вот когда они проходят, понятно, что вот сейчас такая насыщенность 3 по 21 февраля, это все-таки мастер-классы, выставки, да. А вот именно курсы образовательные, как проходят, в какое обычно время, как на них записаться? В этот раз мы 1-й раз запускаем именно такие курсы более длительные и подробные. Они затронут практически 3 месяца. Сейчас мы готовим программу, разрабатываем детали, в сотрудничестве обговариваем. А до этого у нас были просто короткие мастер-классы, в которой одна тема охвачена. В этом раз будут такие, они очно-заочные, то есть практические занятия будут такие вот очные, нужно приходить будет и участвовать в этих всех работах. А теоретическая часть, она будет даваться онлайн, и, в принципе, она доступна для всех, большинство. И вот запускаются они весной, где-то 17 марта мы планируем запуск, и будет проходить все вот эти вот
наши занятия. А курсы будут больше посвящены чем декоративным растениям, огородничеству, вообще заботе о растениях? Ну, то есть какое направление, чтобы уже желающие могли определить для себя, освободить это время? Мы постарались как можно шире охватить вот этот охват, сделать большой. Это и древесные растения, и плодовые, и декоративные, и многолетние травянистые, которые для оформления многолетних цветников можно использовать. Однолетники тоже затронули. Ну и, конечно же, без овощных культур, которые в нашей жизни тоже играют большую роль, и это тоже есть. Будем рассматривать газоны, как сеять, как ухаживать за растениями, чтобы они максимально показали себя, как размножать их, как их правильно представить. Будет посвящена тема ландшафтному дизайну. То есть каждый человек, в принципе, поняв вот азы вот этого вот того основ ландшафтного дизайна и как выглядит растение, он сможет для себя хотя бы... Мы не говорим о проектировании парков, мы говорим о своих приусадебных участках, о своих дачных участках. Да. Мы же тоже хотим, чтобы было везде красиво, не только там придя где-то в какую-то точку города. Для себя мы так понимаем, что будет не только возможность услышать, как это сделать, но и попробовать свои силы. То есть посеять что-то, вырастить. Да, мы будем учиться на практике, как сеять, как пикировать растения, как делить растения, как пересаживать древесные растения, как их стричь, как формировать. Вот это все вопросы. Полноценно студент, обучающийся, может попробовать свои силы, даже если он начинает с нуля. Да. Как записаться? Запись будет объявлена чуть позже, но предварительно будут объявлены номера телефонов. На сайте? Да, на сайте, телеграм-каналы, будет реклама дана в свою, чуть попозже. В общем, не пропустите, все, кто хочет следите. попробовать свои Я силы. думаю, что мы еще об этом обязательно встретимся и обговорим об этом. А какие еще мероприятия планирует Ботанический сад в этом году? Мероприятий у нас всегда проходит очень достаточно много, особенно в теплое время года, когда мы приглашаем к себе. Это и весенняя серия мероприятий, и ближе к осени мы проводим. Весенняя — это, конечно, наша традиционная, уже 5-й или 6-й год проводимая, это любование цветением растений наших, это саханами, то, что названо. Мы называем эти череду мероприятий саханами. То есть смотрим, как раз это весна, конец весны, начало лета, это время, когда цветут большинство наших растений, когда они массово, красиво. И на это время на базе нашего сада мы проводим разные мероприятия. Они все носят какой-то такой просветительский, познавательный характер. Все сопровождаются мастер-классами, встречами с интересными людьми. Мы угощаем чаем, ботаническим чаем, с травами заваренными. Поэтому всех ждем, приходите, будем рады. В общем, нужно следить за вами на телеграм-канале, на сайте и быть в курсе всех событий. Ну и просто приходить почаще полюбоваться растениями. Да, каждый день сад разный, можно сказать. Спасибо большое. Мы ждем итогов, получается, выставок, мастер-классов, кто станет победителем. Ну и, конечно, я думаю, что теперь все с нетерпением будут ждать такие курсы замечательные, когда можно, правда, попробовать свои силы. Я, например, садить ничего не умею, вот я бы с удовольствием попробовала. Я думаю, что время подберем такое удобное, чтобы люди в рабочие дни приходили онлайн, сами занимались, делали какие-то задания, а в выходные будем встречать их у себя, чтобы они проходили практические курсы. Спасибо. До новых встреч. Спасибо. Ну а пока за окном все еще морозно, и любителям долгих прогулок на природе и путешествий не так легко выбрать увлекательный маршрут, можно погрузиться в атмосферу захватывающих приключений на экране. Прямо сейчас расскажем, какие киноновинки идут у нас в кинотеатрах, и можно строить план на выходные. Смотрите в кинотеатре «Центральный» с этого четверга. Художественный фильм «Злой город» с участием артистов Сахатеатра. Козельск, город оборонять. Козельск, город на холме. Масштабный исторический экшен рассказывает об обороне Козельска в 1238 году от нашествия хана Батыя. Многочисленное войско Золотой Орды в течение 2 месяцев атаковало маленький русский город Козельск. Тысячи погибших монгольских воинов и использованных осадных орудий. Но город все стоял, показывая врагу несокрушимость и твердость русского народа. После этой битвы хан Батый повелел навеки забыть его имя и отныне именовать «Злым городом».
Ты возьмешь его, Батухан, но эта победа не принесет тебе славы. Слава достанется им. Это древний ритуал, очищающий душу и тело перед отправлением в мир. Любителям ужасов с 30 января покажут картину «Астрал. Проклятие мертвых». В городе происходит череда загадочных смертей. На телах жертв остаются мистические следы. Во время древнего обряда омовения девушка начинает подозревать, что убийца совершает загадочный ритуал, не дающий душам погибших обрести вечный покой и призывающий могущественную потустороннюю силу. «Астрал. Проклятие мертвых». В кино с 30 января. Хочешь пригласить сюда дочь полковника? О чем ты только думаешь, сынок? Мультфильм «Стеклодув», вдохновленный работами Хаяо Миядзаки. Джиннами называют духов, рожденных из бездымного огня. Сюжет рассказывает о юном Винсенте и его отце Томасе, которые управляют лучшей стеклодувной мастерской в стране. Размеренная жизнь семьи стремительно меняется с появлением в городе влиятельного полковника и его дочери Элис, талантливой скрипачки. Между Винсентом и Элис зарождается симпатия, которая встречает сопротивление отцов, чьи взгляды на жизнь абсолютно разные. Влюбленных ждут нелегкие испытания, но чувства и магия искусства творят волшебство. Предложением. Что я натворил? Что нам останется в мире конфликтов и войн? Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Ну, думаю, определились мы с планами. Я с планом точно определилась. Я пойду на мультик. Ну, а я, кстати, пойду, наверное, в зимний поход. В воскресенье. Ну, частично по работе. Ну, в общем, да, мы с планами определились. Вы, надеюсь, тоже. А если еще нет, то можно подчеркнуть что-нибудь из последних новостей. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. Для жителей города Удачный и поселка Айхал вновь открыто авианаправление Полярный, Красноярск, Полярный. Регулярные рейсы будут выполняться по вторникам и четвергам. Перелеты осуществляются по субсидированным билетам, стоимость которых составляет 7 тысяч рублей. Ранее рейсы до Красноярска выполняла авиакомпания «Кросэйр», но это было очень непродолжительное время. Кроме того, если раньше полеты были на самолетах малой авиации типа Ан-24, то сейчас намного комфортнее на воздушных судах «Сухой Суперджет». В доме семьи Васильевых царит детский смех и радостный гул. Это единственная семья в Якутии, где растут близняшки и тройняшки. Старшие близнецы учатся в 7 классе Саха политехнического лицея, а младшие тройняшки Айхал, Арылхан и Анеля появились на свет в 2021 году. По словам родителей, старшие мальчики более спокойные, а вот их сестра настоящая шустрила. Когда тройняшки родились, семье выделили социальную выплату в размере 6 миллионов рублей. Напомню, что единовременную выплату для семей с тройняшками предусмотрели из республиканского резервного фонда. Женой делаем все возможное, чтобы они получили образование, старшим детям в школе учатся. Там, получается, это профильный лицей. А маленькие еще ходят в академии детства, в садике. Вот. Ну, есть сложности, конечно, одевать их там одновременно, увезти в садик. Ну, дети мои очень шустрые, активные, за ними просто так не уследишь. Родственники приходят, например. В торжественной обстановке в Большом зале районной администрации состоялось вручение главного документа паспорта юным жителям Нерюнгринского района, достигшим 14-летия. Мероприятие приурочили ко Дню воинской славы. Оно прошло в рамках всероссийской акции «Мы граждане России», которая в этом году посвящена Году защитника Отечества в стране и Году защитника Родины в Якутии. Символично, что в такой важный для юных нерюнгринцев день свой паспорт они получили из рук героев, земляков-нерюнгринцев, участников спецвоенной операции, награжденных орденами и медалями за подвиги во время боевых действий и спасенные человеческие жизни однополчан и мирного населения.
Сегодня прошло замечательное, очень важное мероприятие для наших ребят. Это большой шаг в их жизни, получение первого документа. Ребята должны понимать и гордиться, что они граждане великой страны. Я желаю успехов им в жизненном пути, реализацию всех планов и всего, что они задумали. Мероприятия юбилейного 5-го молодежного фестиваля «Мусустар» начались в республике. Уже утверждены треки фестиваля и положения 24 конкурсов. К 17 марта команды районов республики прибудут в столицу региона для финальных состязаний. Финальное шоу фестиваля состоится по традиции в спорткомплексе «Триумф» 22 марта. В этом году фестиваль пройдет по 12 трекам. Среди новых «Якутия. Твоя сила духа» и слет победителей и участников проектов платформы «Россия. Страна возможностей». Ну а в феврале и марте этого года россиян ждет изменение привычного праздничного графика. Длинных выходных в связи с праздниками не будет. День защитника Отечества, который отмечается 23 февраля, выпадает на воскресенье. Обычный выходной день при стандартной 5-дневной рабочей неделе. Дополнительный выходной перенесут на 8 мая, что позволит продлить майские праздники. Что касается Международного женского дня, который состоится 8 марта, дополнительный выходной перенесут на пятницу, 13 июня. При этом 7 марта в пятницу перед праздником рабочий день будет сокращен на 1 час. На этом пока все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. Современный ритм жизни и работы часто приводит к истощению, потому что такой интенсивный, снижая продуктивность и мотивацию. Но справиться с усталостью реально. Ну, знаете, как оставаться бодрым даже в разгар напряженного дня и превратить рутину в источник сил. Иногда конец рабочего дня тянется бесконечно долго. Нас клонит сон, и взяться за что-то действительно важное не получается. Как побороть сонливость и взбодриться на работе? Рассказываем про несколько простых способов. Проветривайте помещение в течение дня. При дыхании человек выдыхает углекислый газ и вдыхает кислород. Если в комнате сидит 100 человек, то количество кислорода быстро уменьшается. Нарушение монотонности. Если вы не работаете на конвейере, старайтесь планировать дела так, чтобы они были разнообразными. Сделали блок однотипных дел, поменяли вид деятельности. Например, можно чередовать телефонные звонки и работу на компьютере. Это дает некоторую иллюзию того, что деятельность меняется. Если вы целый день сидите перед монитором компьютера, то возникает синдром сухого глаза, когда поверхность глаза буквально высыхает. Справиться с этим легко. Каждые полчаса делайте глазодвигательную гимнастику. Моргайте несколько раз и смотрите куда-нибудь вдаль. А также делайте упражнения для глаз. Это помогает сохранить зрение. Отрегулируйте освещение. В большом помещении всегда можно сделать что-то локальное на собственном рабочем месте. Так вы можете поставить у себя настольную лампу. Забота о своем здоровье. Не обольщайтесь рекламными обещаниями различных производителей стимуляторов. У них обязательно есть какие-то побочные эффекты, о которых вы, скорее всего, не знаете. Лучше выбрать что-то натуральное, например, чай, а не сомнительный энергетический напиток из жестяной банки. Физические упражнения. Если во время работы вам сложно удерживать сознание ясным, постарайтесь прерваться на перерыв. Найдите место, где вы сможете сделать небольшую физическую разминку. Помогут любые движения, которые вам комфортны и которые не вызовут повышенного интереса со стороны окружающих. Например, можете слегка помахать руками. Очень полезное упражнение для кисти рук. Сделайте несколько вращательных движений, как будто закручиваете лампочку. Помашите пальцами. Можно резко выбрасывать пальцы в разные стороны и собирать обратно. Разомните то, что можете размять. Руки, мочки ушей, пальцы, кисти, шею, затылок. Отрегулируйте распорядок дня. Можно успеть очень многое, но не в один день. Включите в свое недельное расписание задачи. Уберите из расписания то, без чего вы явно можете обойтись. Тем самым вы успеете все сделать, не затягивая ежедневный отход ко сну. Сонливость на работе – это всего лишь симптом того, что что-то в вашей жизни нуждается в более тонкой и детальной настройке. Не пытайтесь с помощью какого-то чудодейственного совета или препарата решить эту проблему раз и навсегда. Сначала выясните причину сонливости, попробуйте от нее избавиться, а уже потом, если не помогло, перебирайте разные способы до тех пор, пока не получите нужный вам результат. Ну, отличный совет, мне кажется, помогает. Но вообще на улице уже не минус 50 и даже не 40. Так что хватит сидеть в 4 стенах и играть только в гаджетах и в настольные игры.
Ну а чем же заняться с детьми, да и самим взрослым на улице? Мы подобрали для вас самые интересные зимние забавы, в которые играют и в Якутии, и в других регионах нашей страны. Традиционными катаниями с горок, на катке на коньках, на трассе на лыжах сейчас никого не удивишь. Но сколько эмоций и радости доставляют эти занятия. А если хочется чего-то необычного? Якутия задает моду на зимние забавы. Сделаем якутский салют. Почему якутский? Потому что он получается только в минус 30 и ниже. Почему салют? Потому что хорошее настроение и эндорфины, гормоны счастья, помогут не хуже, чем все другие способы. Раз, два. Мыльные пузыри зимой, думаете, не получится? А оказывается, еще как. А пробовали катание на собачьих упряжках? Тот еще восторг. Главное удержаться в санях. Для любителей пеших прогулок существуют специальные маршруты. Есть даже снежные домики, иглу, где можно погреться. Замечательная снежная погода. Двигаемся к местной достопримечательности. Это настоящее эскимосское иглу. Сейчас мы найдем это таинственное место, посмотрим, как это выглядит, и, возможно, даже попадем внутрь. Возле иглу еще можно и порезвиться. А жители Чурапчи для выражения творческого вдохновения выбрали гладь озера и коллективно воспроизвели на льду известную картину Афанасия Мунхалова «Слушают мир». Очень кстати, так как в этом году у художника юбилейная дата. Еще картина является неофициальным символом якутского радио, а ему исполняется 95 лет. Работа проводилась в самом центре Чурапчи, поэтому все прохожие могли за всем этим наблюдать. Вот до сих пор ходят, фотографируются, дети приходят посмотреть. Жители Мегина-Кангаласского района вовсю играют в керлинг. А почему бы и нет? Катки есть, а необходимый инвентарь можно изготовить и самим. Правила игры простые. У игроков в руках щетки с длинной ручкой. Их используют для натирания льда перед движущимся камнем. Основная цель игры – набрать как можно больше очков, продвигая свои снаряды к мишени и попутно выбивая чужие камни из домов. А любители экстрима могут окунуться в ледяную воду, как это сделал турист из Китая на полюсе холода в Аймиконе. Правда, не всем это советуем, ведь прежде чем окунуться, нужна серьезная подготовка, чтобы не было последствий для здоровья. А вот менее безопасное окунание в воду, как это делают в самом Китае, подойдет почти всем. В одном из курортных городов популярна контрастная зимняя покатушка на ватрушке в горячих источниках. Ну а если и это не подходит, то еще одна забава для туристов, предлагаемая в Мурманске, точно вам понравится. Айсфлатинг – новый вид отдыха, купание в ледяной воде в специальном костюме. Те, кто пробовал, говорят об ощущении счастья, которое они испытывают в этот момент. Утверждают, что активность подходит даже тем, кто не умеет плавать. Возможно, и эта забава скоро доберется до Якутии. Так что теперь есть из чего выбирать и весело проводить время на свежем воздухе. Туяра Филиппова, Григорий Охлопков, Якутск. Ну, на самом деле, зимний активный отдых – это не только катание на лыжах, сноуборде или коньках, но и увлекательный повод для научных исследований. Ну, например, как законы физики объясняют спуск со снежного склона или какие биохимические процессы помогают организму адаптироваться к холоду. И прямо сейчас мы узнаем, какие темы осветили юные научные деятели на конференции «Шаг в будущее», который прошел в городе Нерюнгри. Нерюнгринский район на республиканском этапе конференции «Шаг в будущее» представляли 52 школьника. Практически половина из них, а именно 24 человека, учащиеся информационно-технологического лицея номер 24 города Нерюнгри. Интересы наших ребят разнообразные. У нас были проекты, связанные как с филологией, так же с инженерией, с проектированием. У нас были проекты, связанные с улучшением жизни отдельных категорий граждан, ну и с изучением различных наук.
наук. Ребят ждала стендовая защита проектов, затем по ее итогам секционная защита. Некоторые лицеисты представляли свои проектные работы на конференции впервые. У меня проект «Умная трость» для людей с потерей зрения. Трость с датчиками, которая воспроизводит звук при виде препятствия. У меня проект по русскому языку про акростих. Я заняла диплом первой степени. Я хочу создать клуб, в котором будут сочинять акростихи, и вот можно будет развивать так проект. Результаты своей исследовательской и проектной деятельности представили и учащиеся других школ района. Среди них ученики средней общеобразовательной школы номер 1 города Нерюнгри. Очень хорошо они выступали, показали свои таланты, способности. 8 победителей первой степени, второй, третьей степени диплома ребята получили. Из них 4 были рекомендованы на всероссийский уровень. На защите проектов ребята смогли подтвердить высокий уровень проделанной ими работы. Здесь можно проследить самые разные увлечения школьников по выбранным темам проектных работ. Моя мама психолог, и я всю жизнь росла с детьми с задержкой психического развития. Я всегда хотела им помочь, а так как моя будущая профессия программист, вот я наконец-то нашла способ это сделать. Моя тема очень важна, она помогает этим детям подготовиться к школе. Они понимают принцип знаковых систем, то есть буквы, цифры, любые знаки. Они пользуются схемами, и в принципе развивается общее мышление. Проект у меня был под названием «История моих прадедов в период Великой Отечественной войны». Увековечить их память, их подвиги и заслуги перед Советским Союзом. Тема моего проекта — это было невозможное возможно, самостоятельная подготовка к сдаче ГТО. Я создала видеоинструкции, которые помогут замотивировать школьников сдавать ГТО, так как это является одним из способов популяризировать спорт в нашей стране. У многих из ребят впереди подготовка к участию во всероссийских конкурсах и конференциях, что открывает перед юными исследователями широкие горизонты, вдохновляя на новые достижения и уверенность в своем будущем. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Дети — это по-настоящему наше будущее, потому что этот шаг, это правда, это первые шаги на пути к гениальным каким-то проектам. И сейчас они уже задумываются, как помочь там достичь успехов в ГТО, да, как разработать там какую-то программу. Спутники уже запускают. Я не помню, чтобы в нашем детстве было так. Да, я с тобой абсолютно согласен. Ну а мы желаем вам, друзья, чтобы ваше утро было бодрым, таким же бодрым, как и весь рабочий день. Увидимся с вами а ваши завтра. идеи были такими же гениальными, как у этих детишек. И так целый день. До завтра!